Издание «Азаттык» распространило недостоверную информацию касательно Кемпирабадского водохранилища, отметив, что Узбекистан из водохранилища перекачивает питьевую воду для снабжения города Фергана. Вместе с этим в материале было сообщено о том, что стратегический объект якобы принадлежал Кыргызстану, но в 2022 году перешел Узбекистану. Но спустя сутки «Азаттык», признав то, что они указали ложную информацию, удалил материалы со своего ресурса. Азаттык медиа до получения письма от Министерства цифрового развития провел свою внутреннюю работу и расследование и удалил недостоверную ложную информацию относительно публикации про Кемпирабадское водохранилище. Материалы, я думаю, должны все-таки отражать интересы Кыргызстана, а не те, кто занимается финансированием ресурса. Хотя, в общем-то, в Азаттыке есть и немало материалов, которые информативные, отражают реальное положение дел. Но есть материалы, которые, скажем так, выражают точку зрения спонсоров. Поэтому я думаю, что вот удаление материалов, это было решение, скорее всего, из-за рубежа. Потому что они поняли, что это может привести к негативным последствиям для редакции, которая здесь работает уже, наши власти уже по ряду, скажем так, резонансных тем предупреждали Азаттык. Свое удивление не скрывает и Узгумбай Усмонов, проживший всю жизнь на побережье Кемпирабадского водохранилища. По его словам, данная местность при Советском Союзе перешла Узбекистану. Тогда за переселение семьям Советской Киргизии выплатили компенсацию. Так, В 1973 году нас с семьей и остальными жителями переселили, выплатив взамен компенсацию. Мы были последними жителями, покинувшими этот участок. Все жители переселились в село Шоро-Башат. Сейчас здесь есть карьер по добыче песка. Участок используют местные жители, а государство получает прибыль в виде налогов. Местные жители теперь стали широко использовать воду. У них, как раньше, нет опасений за то, что их поймают пограничники соседней страны. В социальных сетях публикуются разные высказывания и призывы. Это в корне неправильно. Переход к двустороннему управлению, думаю, это правильное решение. Сейчас жители сеют свой урожай, занимаются крестьянством. Проблем с использованием воды мы не ощущаем. Сейчас в этих краях местные жители начали засеивать рис, рыбачить и свободно передвигаться по территории. Были случаи, когда мы не могли подойти близко к водохранилищу, опасаясь за свою безопасность. Эти времена прошли. Сейчас такого нет. В прошлом году на основе двусторонних соглашений Кыргызстана и Узбекистана был решен вопрос и подписано соглашение об управлении стратегическим объектом на паритетных основаниях. Земля возле Кемпирабадского водохранилища плодородная, что радует крестьянина Талая Разакова. На этом участке я засеял помидоры, огурцы, арбуз, дыню и различные саженцы. В этом году вода не подтопила мой урожай, чему я очень рад. В будущем хочу здесь разбить парк для местных жителей. Местные жители рады мирному решению такого вопроса, а управление водохранилищем по принципу 50 на 50 создает комфортные условия для жителей данного региона. В один голос твердят сельчане. Эта земля была передана Узбекистану в 1965 году при Брежневе. Сейчас Узгенскому и Сузакскому районам выделили по 500 гектаров земель. Следует отметить, что и другим выделили определенное количество плодородных земель, которые мы будем использовать. Польза есть для всех сел во всех секторах, будь то рыболовство, сельское хозяйство и не только. Все осталось на своих местах. При получении воды нас никто не ограничивает. Главное, чтобы был мир между жителями соседних стран. А что касается местных жителей, то они недовольны тем, что некоторые масс-медиа распространяют ложную информацию о месте их проживания и обманом будоражат общество, нанося вред многолетним дружеским отношениям двух народов. В настоящее время водами Кемпирабадского водохранилища управляет совместная комиссия из 12 человек из Кыргызстана и Узбекистана. Жибек Исакова, Зинат Ибраимова, Меримбек Джусупекулу, Арген Садиев, Орская область.